Вясна ў гэтым годзе пачалася нечакана рана. Стаміўшыеся ад зімы жыхары прыватнага жылога сектара дачнікі кінуліся наводзіць парадак на прысядзібных участках. Вось толькі не заўсёды гэта навядзенне парадку бяспечна. Падрабязнасці далей. На ліквідацыю наступстваў ад спальвання сухой расліннасці ратавальнікі Шклоўскага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях у гэтым годзе выязджалі 6 разоў. У параўнанні з мінулым годам такіх загаранняў было 9. Таксама зарэгістраваны пажар у лясным масіве паблізу вёскі Троіца на агульнай плошчы каля 1 гектара. Супрацоўнікі аддзела па надзвычайных сітуацыях папярэджваюць дачніку, што ў пачатку сезона неабходна праверыць і адрамантаваць электраабсталяванне і пячное ацяпленне, а таксама памятаць, чым можа абярнуцца спальванне сухой расліннасці. Наши граждане приезжают на свои дачные участки, либо это садовое товарищество, либо это просто дачные дома в каких-то деревнях. И начинают, первое, это протапливать печь, которая не эксплуатировалась во весь зимний период. И, естественно, не проконтролировав ее состояние, в том числе состояние дымохода в чердачном помещении, начинают, первая протопка приводит к загоранию. Либо это дымоходы, либо просто какого-то возгорания в результате ее неисправности печи. Вместе с тем, наводя порядок на своих приусадебных территориях, тоже не всегда соблюдены какие-то правила пожарной безопасности, что приводит тоже к загоранию либо сухой растительности, либо эта сухая растительность приводит к возгоранию каких-то надворных построек, в том числе и жилых домов. Гэта толькі пачатак пякучага перыяду. Каб не апынуцца ў ліку пагарэльцаў, перш чым паднесці падпаленую запалку, памятайце об адказнасці. Предусмотрена ответственность согласно статьи 1557, это сжигание сухой растительности, трав на корню, а также несоблюдение мер к тушению пожаров. Санкция данной статьи от 10 до 40 базовых величин. Ну и также нарушение правил пожарной безопасности. Это если происходит сжигание на приусадебной территории. Санкция данной статьи по части 1, не приведшая к пожару, от предупреждения до 30 базовых. Если нарушение данных правил пожарной безопасности привели к возникновению пожара, то до 50 базовых величин. Ніхто не кажа, што траву на участку ці смецце спальваць нельга. Можна, але толькі строга выконваючы правілы пажарнай бяспекі. В первую очередь необходимо соблюдать элементарные правила пожарной безопасности при сжигании мусора, такие как перво-наперво это сжигание мусора в безветренную погоду, в отсутствие какого-либо ветра, поскольку любые порывы ветра могут разнести от места сжигания какие-то искры или угли на ближайшие постройки, либо на сухую растительность. Второе – это непрерывный контроль за сжиганием этого мусора, то есть постоянно находиться непосредственно у этого костра и следить до полного прекращения горения в период его сжигания. Следующее место сжигания необходимо окопать, необходимо соблюсти расстояние минимальное – это 10 метров до здания сооружений, 30 метров до складов сена и соломы от места сжигания мусора. И рядом с сжиганием мусора должны быть какие-то средства пожаротушения. Это минимальная емкость с водой, либо огнетушитель, штыковая лопата. Беражыце сябе, дзяцей, прыроду і кашалёк.